Упрощен порядок получения специального разрешения на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных неделимых грузов. Ранее этот процесс осуществлялся в бумажном формате, требовал много времени и имел 8 этапов согласования. Теперь же все это проводится в онлайн-формате. Если в прошлом году было выдано более 8 тысяч спецразрешений за 12 месяцев, в связи с развитием экономики и строительством крупных промышленных объектов инфраструктуры, транспорта, также энергетики, в этом году за 5 месяцев было выдано уже порядка 8 тысяч. То есть увеличение идет 2 раза. Такое упрощение было внедрено в рамках реализации программы «Правительственные акселераторы». Данное оперативное решение способствует снижению издержек бизнеса, повышению транзитного потенциала страны и улучшению инвестиционной привлекательности. Данный проект был реализован за 100 дней, и надо отметить, что в рамках СНГ, стран Центральной Азии, а также стран ЕАЭС получение справок спецразрешения в онлайн-режиме в Кыргызстане осуществилось впервые, и мы можем сказать, что в этом плане пионеры. Еще одно приоритетное направление – это упрощение порядка получения медсправки формы 083 для водительских прав. Благодаря реформе сократились сроки оформления справки с 7 до 2 дней максимум. Теперь не нужно идти в медучреждение несколько раз, достаточно одного визита. Кроме того, услуга переведена в электронный формат. А почему 2 рабочих дня? Потому что человеку нужно еще флюорографию сдать, либо рентген, потому что у него нет проблемы с легкими. И мы что реализовали? Во-первых, когда пациент приходит в поликлинику, в цифровой амбулаторной карте формируется 83-я справка. Плюс мы еще реализовали там систему внутреннего графика, когда пациента могут по внутреннему графику направить к узким специалистам. Данные реформы начинались 3 марта этого года. Подводя итоги проделанной работы, глава Кабмина Адылбек Асмалиев отметил, что реализация этих задач – яркое подтверждение новой управленческой культуры, цифровой трансформации госуслуг и ориентации на нужды граждан и бизнеса. Сегодня мы имеем полное основание говорить об итогах проделанной работы. Они показывают, как слаженная работа ведомств в рамках единой цели способна в короткие сроки дать ощутимый результат. Оперативность, качество, эффективность и новые подходы становятся крепкой основой, по которому мы будем двигаться дальше. Кроме этого, с 1 июня начато оформление грузов на пункте пропуска Иркештам на кыргызско-китайской границе в режиме 24/7. Пилотный режим круглосуточной и безостановочной работы КПП Иркештам направлен на ускорение логистики и увеличение грузопотока на этом важном пограничном переходе. Аймерим Назарова, Бекзат Машрапов, ЛТР Бишкек.